Добрый вечер, дорогие друзья и все, кто с нами. С вами «Голос за кадром» и я ведущая Арина Дойче. Сегодня у меня в гостях один из кандидатов в президенты первого тура Хурхмал Адгур Вадимович. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня. Спасибо вам, что вы вообще заинтересованы и хотите пообщаться со мной. С удовольствием пообщаемся. У нас была возможность познакомиться с вами как с политиком в качестве кандидата в президенты, но сегодня мне бы хотелось раскрыть вас как личность. Вы прошли путь от рядового сотрудника до председателя банка, что говорит о том, что вы целеустремленная личность. Как вы считаете, какие качества помогли вам достичь этих высот? Когда человеку интересно чем-либо заниматься, он в любом случае будет на 5 с плюсом делать то, что ему нравится. Поэтому, то есть у меня был интерес, я все это изучил изнутри, и благодаря тому, что мне было интересно, я дошел до того этапа, который сегодня у меня есть. Благодарю вас за ответ. Что вы считаете самым сложным в совмещении роли банкира и политика? Вообще банковская деятельность, откровенно скажу, я на самом деле собираюсь покинуть эту деятельность со временем, но политика меня беспокоит именно в том ключе, что мы длительное время наблюдаем все те обстоятельства, которые сегодня протекают. Я считаю, что народ должен созреть к тому, чтобы прийти к единому мнению и к единству. То есть помогать должны мы все друг другу, ценить, заботиться и любить. Любовь к родине должна быть у каждого. Если она будет, то значит будет страна развиваться. Что для вас значит успех? Как вы определяете, что достигли своей цели? Конечно же, результат нам показывает достижение каких-либо целей, которые мы перед собой ставим. Мы должны двигаться в каком направлении. То есть любой вопрос, который стоит перед нами, мы его должны решать. И последующие вопросы, которые мы решаем, также должны быть решены нами. И все вопросы, вот этот цикл не должен нарушаться. Вся наша жизнь – это задачи, которые мы должны решать. Какие ценности вы считаете самыми важными в жизни? Уважение, дружба, беспокойство, потом стыд, то есть чтобы совесть у человека присутствовала. То есть, на сегодняшний день, откровенно скажу, я это, в принципе, на каждых встречах практически везде обозначивал. Меня очень беспокоит, я на самом деле, этот вопрос. И я хочу действительно, чтобы каждый обратил внимание именно на тот факт, у нас сегодня в нашем народе преобладает очень сильно, ярко выраженном виде, это как зависть. Когда народ будет единым, нам нужно искоренить именно эту зависть, и мы должны это сделать вместе, совместно. Каждый должен приложить к этому усилия. То есть, когда народ, каждый наш житель будет считать себя членом нашей семьи большой, Абхазия – это наш дом, а все жители Абхазии, мы вообще являемся большой семьей одной. И мы должны семейным образом друг к другу относиться, любить, дополнять друг друга, помогать друг другу. Если кто-то споткнулся, надо протянуть руку, чтобы ему помочь встать, и чтобы он двигался дальше вперед. Когда каждый будет себя считать членом семьи, тогда не будет этой зависти. И другой еще момент есть, который нужно искоренить, это уже совместно. Зачастую я сталкивался с такими вопросами, где наши старшие нам дают совет и говорят, то есть ус яомцан, ус юмхалам, ауа ишпуку и ширхуцву, ишпуку и ширху. На русском скажу, не делай так, не говори так, что о тебе скажут люди, о чем они подумают. Я откровенно, прямолинейно человеку сказал, больше мне такие вещи не говори, вы лицемерием занимаетесь. Мне не интересно, что люди скажут или что они подумают, я об этом не беспокоюсь. Каждый должен двигаться в правильном направлении, и вот такое качество, как стыд, когда совесть у человека присутствует, то есть он будет знать, как себя вести достойным образом, чтобы не переживать за то, кто что о нем подумает или скажет. Думать
Пусть каждый думает, о чем хочет. К чему это все говорю? Нам нужно, почему я говорю, что каждый должен принять участие в том, чтобы искоренить этот факт. У нас лицемерие тоже так же преобладает, как зависть. То есть наши старшие, многие, не все, прививают именно это качество, они это апсуаром называют, это не апсуар, апсуар совершенно другое. Апсуар это людское, это правильное. И мы должны ценить наши традиции, никоим образом их не искривлять. Вообще они не должны меняться, они должны быть чистыми. И вот такое качество, вот как совет, не делай так, что о тебе подумают или что скажут, это неправильно. Надо пресекать это все и перестать младшим советовать такие вещи. Ну, как-то нужно прививать правильные качества, чтобы люди ценили, чувствовали на себе ответственность того, что они делают, может ли это причинить вред или принесет пользу кому-либо. То есть качества, которые мы прививать должны своим младшим, своим детям и близким, они должны быть действительно теми ценностями, которыми они являются. С какими трудностями вы столкнулись во время своей предвыборной кампании? Сложности как? Времени мало было. Я действительно для всех, как будто внезапно появился, неожиданным образом. И у меня действительно было очень мало времени для того, чтобы познакомиться с народом. Меня практически народ не знал. И, я, в общем, впритык все делал, на самом деле, с кем смог познакомился, с кем не успел. Времени еще много, я считаю, что далее мы со всеми познакомимся. Хочется, конечно, каждого лицезреть и видеть в лицо так, чтобы мы знали друг друга. Вы проводили встречи в городах и селах. Наши граждане рассказывали вам о своих проблемах. Какая история вам больше запомнилась и затронула вас? Была одна семья, туда даже некоторые не смогли зайти, кто-то слезу проронил. То есть там многодетная семья, один вообще инвалид. То есть мы зашли туда, к удивлению, на самом деле мы думаем, что Апсуан Хавио, в общем, все красиво, хорошо, внешне выглядит, а внутри действительно много сложностей у нашего населения. И мы зашли туда, один инвалид, там, постарше, помладше, разного возраста дети, кто-то в простынь обвернутый, босиком, вообще пол тоже, там и не ремонта толком нету, вот такие нуждающиеся семья. И кто, босиком бегают, в плед кто-то обвернутый. Действительно им сложно, и мы должны, как-то помогать друг другу. Сегодня, если мне тяжело, мой сосед должен помочь мне. Если он голодовать будет, я ему в любом случае помогу. И мы должны искренне это делать, без каких-то обязательств взаимных. Это должно быть исходить от сердца человека. И губсы калай аларц, и хтоп, и отзатоп, и аус. Но в основном о проблемах, они, как я говорили, не хватает средств, правильно, финансовых? Средств не хватает, на одежду не хватает, на еду не хватает, кому-то медикаменты мы покупали. Различного рода сложности у людей присутствуют, и мы действительно... Я попросил вообще их сделать мне список. У меня есть список определенный, но мы его будем расширять в дальнейшем. Нам просто было интересно, какой объем нашего населения, какая часть наших жителей пребывает в таких сложностях. И действительно, мы поймем для себя, насколько наше государство двигается в ногу с нашим народом. Кому-то интересно это или нет, но длительное время мы замечаем именно те факты, революция за революцией, принудительным образом, один за другим уже несколько раз, вы сами все прекрасно знаете, заканчивать надо с этими митингами, с этими конфликтами. Нам нужно сделать так, чтобы народ в конце до концов оглянулся назад. Каждый должен не стыдиться смотреть самому себе в глаза. Когда каждый начнет заниматься собой, тогда уже можно дальше вокруг заниматься общими общественными делами. Когда народ будет единым, не будет, соответственно, никаких митингов, никаких конфликтов,
каждого мнение будет взято во внимание государством. То есть мы же одна семья, мы должны заботиться друг о друге. Как вы считаете, все ли можно купить в этой жизни за деньги? Нет, ну, меня предавали друзья, то есть они, по сути, продали дружбу. Ну, предали меня. Наш друг, и он мне, когда этот вопрос задал, что дружбу купить нельзя, но продать можно. Но я потом задумался об этом, начал вникать глубже. На самом деле и купить можно, коль кто-то продает, кто-то же и покупает, ну, если уже так глубже туда идти. Но действительно, если вот правильно подходить ко всему, все купить точно нельзя. Но тут порядочность человек купить не может. Уважение к себе купить не может. Любовь к себе тоже купить не может. Но это же все рефлекс взаимный. Тут нужно отношениям дорожить. Мы дорожим отношениями, дорожим теми, кого мы любим, ценим и уважаем. Мы должны оберегать друг друга. Вот что самое важное. А деньги, денежная система, я почему говорил, что я хочу, ну, как-то уйти с этой деятельности, она, укрывая у меня взгляды на много другие. Противник денежной системы самой, она как раз именно развивает те моменты, отрицательные качества, о чем мы только что говорили. Продажа, покупка, денежная система. Есть ли у вас хобби или увлечения, которые помогают вам отвлечься от профессиональных задач? Честно, не успеваю. Я вообще хочу больше времени со своими близкими проводить и с ребенком, но, к глубокому сожалению, у меня времени практически нет, чтобы свою личную жизнь как-то со своей семьей, со своими родными проводить. Какой был ваш отец, принимая участие в вашем воспитании? И какой вы отец в воспитании своего ребенка? На самом деле, мой отец... Но он был порядочным, добросовестным коммунистом в прямом смысле этого слова. Простым был человеком, он больше половины своей жизни прожил руководителем банка в свое время. Ему было чуть меньше 82 лет, когда он умер, мы его потеряли несколько, лет 7-8 назад. И он достойно прожил свою жизнь, и все, что в нас вложено, это вложено моими родителями и нашим окружением. И я горжусь тем, что у меня был такой отец, такая мать, и, соответственно, те, кто меня окружают, братья старшие, сестры и родные, близкие. А вы какой отец? Я безумно люблю своего сына. Я знаю, что он будет большим человеком в жизни. Я хочу больше времени с ним проводить, чтобы он должен вырасти достойным мужчиной, который продолжит то, что не успеем сделать мы. Если бы у вас была возможность повернуть время вспять, есть ли то, что вам бы хотелось изменить? Нет, я в принципе не считаю, что что-либо надо менять. Конечно, есть определенные нюансы, которые, если бы мы были бы могли бы это время менять, то, наверное, были бы определенные желания что-то изменить, коль знаем сегодня, где мы пребываем. И весь наш путь, все, что происходит в нашей жизни, оно происходит не случайным образом, это опыт, мы набираемся опыта. И я не хочу ничего менять, я иду вперед, и все задачи, которые передо мной стоят, мы их должны решать, каждый должен решать все задачи на своем пути. Это наша жизнь, это сплошные задачи. Кратковременный промежуток времени наша жизнь. Да. Были ли у вас моменты, когда ваш юмор помогал вам выйти из неловкой ситуации? Конечно. Зачастую. Человек, когда пребывает в хорошем настроении, вот помните, песенка есть «Утро начинается с улыбки», да, по-моему? Да. Эта песенка, она правильная. На самом деле, человек в хорошем настроении, с улыбкой на лице, может в любую дверь открыть, зайти, решить свой вопрос и выйти с решенной задачей. Также с улыбкой. То есть, на самом деле, мы должны чаще улыбаться. И даже в зеркало, когда утром смотрим, надо улыбаться самому себе. Это помогает, вдохновляет. Улыбка, она взаиморасполагает любого человека к себе.
То есть, если мы будем, допустим, грубить, хамить кому-то, это вызывает взаимный рефлекс такой же, еще хуже. Соответственно, дальше по инерции мы уже реагируем и проявляем негатив. Мы должны как-то оглянуться, осмотреться и со стороны, с третьей позиции понаблюдать за своими вот этими рефлексами, агрессией. От них надо избавляться каждому. Каждый должен работать над собой и улыбаться мы должны чаще. Даже Сбербанк рекламирует по улыбке, там какая-то акция, чтобы плата по улыбке. Ну, Face ID у кого есть. То есть они могут подойти в магазине и улыбкой рассчитаться. То есть там по Face ID расчет идет. И там какие-то бонусы дополнительно начисляют. Это же тоже не просто так. Люди, если будут все улыбаться, я думаю, мы будем, многие, большинство будет счастливо жить. А те, которые сегодня, как я говорил, завидуют, лицемерят, они же не улыбаются. В глубине души у них все не так, как выглядит на их личиках. На самом деле улыбка должна быть искренней. Только тогда она дает эффект. Если бы вы потеряли все, что имеете, с чего бы вы начали заново? С нуля. Как вы относитесь к критике в свой адрес? Я вообще спокойно. Критика, она показывает, проявляет мои недостатки. Я просто со стороны порой на себя смотрю, на свои действия, поступки, высказывания, и, соответственно, я их корректирую в дальнейшем. Если какую-то критику я в свой адрес слышу, я в любом случае ее анализирую, мне интересно, а там агрессия никакая не должна быть. Ну, сейчас критика, она идет на пользу всегда. Мне не интересны сплетни, у меня, открыто скажу, вот то, что Facebook, Instagram ведет, веду не я, у меня его нет, и я в нем не ковыряюсь, мне не интересно это направление вообще никак. Мне лучше с людьми быть знакомым, вживую встречаться с каждым человеком и быть в курсе, что кого как беспокоит и чем мы можем быть друг другу полезны. Критика – это как оппозиция, допустим. Оппозиция, сегодня мы привыкли применять его в виде инструмента для конфликта и для свержения власти. Мы не должны… Оппозиция – это инструмент, который должен руководству государства проявлять те недостатки, которые, упущения показывать. Как вы отреагировали на результаты первого тура? Вообще спокойно. Я наоборот, у меня задача была как минимум обозначиться и показать пример всем кандидатам, всему нашему народу, что нам нужно двигаться вперед вместе, мы должны быть едины. И тот результат, который был, мне сам результат, он особо не интересен. Я знал, что там у меня, 2 недели, сами знаете, меня народ не знает. За 2 недели можно, за 20 дней успеть со всеми познакомиться. Не хочу говорить о том, что административный ресурс был включен касательно того, чтобы люди не выходили на встречи. Разные там компании общественные, из тех, кто выдвиженец, был на первом туре. То есть препятствия были с разных. Я не боролся за эти выборы, и у меня нет борьбы. Я не собираюсь за это бороться. Мы задачи решаем, которые перед собой ставим. И я этот опыт получил. Я рад, что я этот опыт получил. Я увидел на сегодняшний день все, что мне надо было лицезреть. И завтра я, как там всем кандидатам сказал, я еще раз подтверждаю также то, что я сказал. Я обозначился, что мы все такие же патриоты, как каждый из них. И мы каждому пожмем, кто придет на этот пост, руку. И если, допустим, приду я, каждый должен мне пожать. Никто никого отпускать не должен никуда. Мы должны вместе Родину поднимать. Но если кто-либо будет во вред нашей республике двигаться, мы придем и зададим нужные вопросы. Мы не будем стоять в стороне разочарованным и наблюдать за тем, что происходит в нашей Родине. Мы не будем в стороне, мы будем вместе. И никто не позволит кому-либо двигаться в некорректном направлении. Это я сказал, в принципе, всем. И каждый должен это осознавать. Мы должны развивать нашу Родину, в конце до концов. Айдгылана, Алараб, Айдгылар.
Вот что нам нужно. Единство. Когда мы достигнем этого уровня, когда каждый поймет, что нужно делать, тогда здесь будет экономическая вспышка. Экономику здесь развить никаких сложностей мы не видим. Мы знаем, в каких географических, в какой местности мы расположены, и у нас все условия есть для того, чтобы мы развивались полноценно. То есть Дубай взять, если посмотреть, как пример, на песке искусственные острова возводят в заливе, работают люди, они высотки строят, а мы вот здесь 9 этажей построить не можем, да это ж смешно. Чем мы занимаемся? На что Сухум похож? Столица. Как будто война была 2-3 месяца назад прошлась. Каждый должен встать и присоединиться к тому, чтобы все, чтобы мы могли совместно развить все направления. Так как вы запомнились нашей молодежи, какой бы вы хотели дать совет нашему подрастающему поколению? На самом деле советов мы можем дать множество, их будет неограниченное количество, но самый основной совет – это чтобы вы оставались теми, кто вы есть, и занимались тем, что вам нравится, тогда у вас все будет хорошо в вашей жизни. И нужно любить друг друга, ценить, уважать, не стесняться, если какие-то у вас идеи есть, вопросы, задачи. Делиться с близкими, со своими, со всеми теми, кто вас окружает. Так как мой проект называется «Голос за кадром», как бы вы меня охарактеризовали? Вас могу охарактеризовать, что вы идейный человек, наблюдательный, вам интересно, коль вы меня пригласили сюда, и с такими эмоциями, столько всего выразили. Желали бы, чтобы это произошло еще до первого тура. То есть вы сами прекрасно знаете, что у меня было мало времени, чтобы познакомиться с нашим народом, чтобы они знали, кто я есть. И действительно, спасибо вам за то, что вы есть. Вы переживаете за нашу родину. Вы такой же патриот, как каждый из нас, и мы признательны вам в этом. Спасибо вам тоже. Я надеюсь, что сегодня мы записали это интервью, и у наших зрителей будет возможность узнать вас совершенно с другой стороны, как сегодня узнала вас я. Дорогие друзья, с вами был «Голос за кадром». До свидания. До свидания. До свидания всем.